Дорогие друзья, я сердечно всех вас благодарю за то, что вы прибыли сегодня в наше Минское епархиальное управление, для того, чтобы с вашей помощью я смог обратиться ко всем жителям Республики Беларусь. Думаю, что у всех у нас сегодня, не только в Беларуси, но и во многих странах, главная тема, конечно, это эпидемия коронавируса. Сегодня, знаете, я не знаю, как у кого какие чувства, но у меня каждый раз, когда я включаю любые новости на телеэкранах или на интернете, страшно становится от того, что происходит у нас сегодня в мире. Сплошной идет негатив. Сплошь и рядом пандемия, эпидемия, коронавирус. Ну и вот, знаете, я думаю, что для тех людей, которые сегодня пребывают в самоизоляции дома, смотрят эти передачи телевизионные, но я думаю, у многих, наверное, возникает какое-то чувство тревоги, а оно не случайно, и поэтому так хочется ко всем вам обратиться и сказать немножко, хоть давайте разбавляйте позитивом каким-то. Я часто очень вспоминаю советское время, я ведь человек такой более-менее старшего поколения, вот, и вспоминаю, пусть по-разному люди оценивают советский период времени, но там можно было услышать хорошие, добрые новости, где-то открыта фабрика, где-то открыт новый завод, где-то сколько-то уже обработано полей, посажены какие-то зерновые культуры. Вот. А сегодня, конечно, вот такой сплошной негатив, он, наверное, вызывает у людей очень серьезную тревогу. Вот. И поэтому я хотел бы, знаете, вас сердечно попросить, чтобы немножко доброго, немножко хорошего вы приносили в эти новостные сообщения. Ну и думаю, что многие из вас прекрасно понимают, слышат, к чему может привести этот коронавирус. Удивительная инфекция, которая неизвестно откуда приходит и неизвестно через кого передается. Понятно, когда видишь человека прокаженного, там, знаете, уязвленного какими-то болезнями, то понятно, что это больной человек, неизвестно откуда приходит, неизвестно куда уходит, неизвестно как проявляется, но поражает людей. И поэтому мы, верующие люди, конечно, обращаемся к Богу с просьбой, чтобы Господь помог преодолеть этот период эпидемии. Вот. И в этой связи, я думаю, что вы все уже слышали и знаете, мы неоднократно совершали и объезд города Минска с молитвой, и акафистным пением. Мы с отцом Федором совершали и облет города Минска, окропление святой водой. Мы совершали и облет с молитвой, с пением акафистным. И обращались к Богу в молитве, чтобы Господь сохранил нашу землю белорусскую, народ наш. По периметру страны облетали. На епархиальном совете 9 апреля мы обсуждали положение в нашей епархии, и на Синоде Белорусской Православной Церкви тоже коснулись этого вопроса. По моей просьбе на наше совещание, на Синод был приглашен представитель Министерства здравоохранения, который рассказал об этом вирусе, рассказал о том, какую опасность он несет, призвал всех нас придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, соблюдать необходимые санитарные нормы. Ну и вот Священный Синод принял обращение ко всем православным христианам с просьбой, чтобы никто не игнорировал предписаниями Министерства здравоохранения. Мы всех призвали обязательно придерживаться этих норм, обрабатывать храмы всем необходимым, почаще дезинфицировать полы, ручки, то есть все необходимое, вплоть до того, чтобы люди
держали определенную дистанцию, 1,5-2 метра друг от друга. Ну, вот такой, знаете, вирус появился. Ну и кроме того, мы приняли решение о том, что с 10 апреля и до завершения эпидемии по всем храмам мы совершаем особый колокольный звон. Чтобы вам было понятно, почему? Потому что во время освящения колоколов в молитве читаются очень важные слова, очень важная мысль о том, что звон колокольный в пределах досягаемости или его слышания, звука, он, во-первых, приглашает людей на молитву. В случае опасности он предупреждает людей о вторжении неприятеля на нашу землю. А в обычные дни он приглашает людей на молитвы. А в случае грозы, молний, ветра, каких-то эпидемий, поветрий, он поражает эту эпидемию. Он даже бесов прогоняет. Вот эти глубокие слова, которые заложены в чинопоследовании, они нас сегодня призвали к тому, чтобы мы совершали вот такой колокольный звон повсеместный. И у нас теперь было принято решение в 9 часов утра, в 12, в 3 часа дня и в 6 часов вечера совершать 12 ударов в колокол большой, а потом в течение 10 минут совершать перезвон. И призываем всех верных чад нашей церкви в это время встать на молитву и произнести ту молитву, которую утвердил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Вот такая, знаете, совместная молитва, или, как сегодня принято говорить, молитва по соглашению. Вот мы все вместе молимся, чтобы Господь помог нам всем преодолеть этот период, сложный период испытания нашего. Ну и, конечно, говоря об этом, говоря о молитве о покаянии, я хочу сказать, что, знаете, у меня вот такое возникло чувство, что если бы вот сегодня за полгода с начала появления этой эпидемии до сегодняшнего дня, наверное, все человечество на Земле уже столько раз повторило вот эти слова: эпидемия, коронавирус, COVID-19. Вот если бы все люди вместо этих слов произнесли бы «Господи, помилуй», «Господи, прости», поверьте, наверное, бы мы уже забыли об этом вирусе. Но сегодня это действительно очень сложное испытание. Потом пройдет еще, наверное, немного времени, мы будем долго обсуждать причину или, может быть, мотив, почему Господь попустил это на нашу землю. Ответы могут быть уже звучать и сегодня, но чтобы они были объективны, наверное, следует немного подождать, дождаться, когда пройдет эта вся эпидемия, будет выяснена причина появления этого вируса. Но однозначно, наверное, сказать можно уже сегодня, что это не Господь сотворил этот вирус. Это дело рук человеческих, но некоторые люди пытаются упрекать в этом Бога, а Бог здесь совершенно ни при чем, потому что к Богу люди перестали обращаться, возложили свое упование только на себя, на свою технику, на развитие технологий современных, ну и вот забыли люди о Боге. А сегодняшний период, особенно в дни Великого Поста, я думаю, это для нас, по крайней мере, для православных христиан, это очень серьезный повод поразмышлять о смысле жизни человека, о том, какая хрупкая наша жизнь, о том, какая хрупкая и человеческая жизнь. Но и мы сегодня, нисколько никого не упрекая, не осуждая, призываем всех молиться в первую очередь за врачей, молиться за тех, кто сегодня, не жалея свое здоровье, даже свою жизнь, борется с этим недугом, с этой эпидемией, помогает людям преодолеть этот страшный недуг. Поэтому мы возносим о них молитвы. Ну и вот, исходя как бы вот из всего того, что я сейчас сказал, наверное, главным мотивом, который побудил меня сегодня обратиться и пригласить Леонида Павловича, обратиться через средства массовой информации с вашей помощью ко всем православным христианам в эти дни Страстной Седмицы. У нас сейчас наступает очень ответственный период. Это Великая Среда, Великий Четверг,
Пятница, суббота, Пасха Христова и последующие дни – это самые ответственные дни в нашей церковной жизни. И, казалось бы, мы в течение многих-многих лет призывали всех людей прийти в храмы. Мы сегодня услышали призыв Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла воздержаться от посещения храмов в этот сложный эпидемиологический период. И поэтому я вторя словам Святейшего Патриарха призываю всех наших православных белорусских верующих понять Патриарха. Это действительно очень сложное было его слово и решение призвать вас в эти очень ответственные дни воздержаться от посещения храма, потому что вирус, к сожалению, передается таким путем, неведомым еще даже и многим ученым. Мне сегодня могут возразить и сказать, что, вы знаете, а в храме благодать Святого Духа действует. Да, она действует, благодать Святого Духа, но благодать не отменяет законы природы. Мы же с вами сегодня никто не говорим о том, что, знаете, вот теперь в храме Божьем можно спокойно, поскольку действует благодать Святого Духа, мы же не говорим, что теперь можно, знаете, руку ставить на свечи, на пламень свечи. Нас всех предупреждает пожарная безопасность. Будьте бдительны, будьте внимательны к огню, будьте осторожны, используя свечи. Свеча и огонь может обжечь человека, правда? А мы говорим: нет, Господи, у нас благодать Святого Духа в храме, нас не обожжет, и подставляйте туда руку. Понимаете, что может произойти? Благодать Святого Духа не отменяет законы природы. Точно так же, как электрики могут сказать: вы знаете, не прикасайтесь, друзья, к проводам оголенным. Электрический ток может убить. А мы говорим: нет, в храме благодать Святого Духа, нас не убьет, и пальчиками в розетку. Я думаю, что каждому будет понятно. А вот сегодня, когда мы говорим о том, что, друзья, воздержитесь сегодня от посещения храмов, а если и приходите, то будьте добры, соблюдайте дистанцию друг от друга. Вот такой характер этого вируса. Он как-то постепенно оседает, и если его не возмущать, то он может свое действие погасить, понимаете, утратить свое воздействие на человека и не передаваться от человека к человеку. Именно поэтому. Хотя сегодня, знаете, раздаются голоса, я бы даже назвал псевдопастырей, а еще точнее сказать, подстрекателей, которые сегодня пытаются сказать, что, вы знаете, вы не слушаете Патриарха. Не слушайте Патриарха, продолжайте ходить в храмы, нас пытаются от Бога отвернуть, нас пытаются от храма отвратить. На самом деле ни у кого такой цели не было и нет. Я совсем недавно слышал еще раз подтверждение этого из уст Александра Григорьевича Лукашенко, который сказал о том, что храмы закрываться не будут. И Патриарх об этом говорил. Храмы закрываться не будут. Богослужения в наших храмах и в Минске, и в других епархиях Белорусской Православной Церкви храмы закрываться не будут. Там будут совершаться богослужения, но для того, чтобы сберечь наших верующих людей, мы призываем вас всех, дорогие братья и сестры, как бы ни было это больно, воздержитесь, побудьте дома, поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. Ведь мы с вами совсем недавно переживали страшный длительный период богоборческий в Советском Союзе, когда действительно храмы закрывались, уничтожались. Но Пасху у наших бабушек, у наших верующих никто отнять не смог. Наши бабушки не смогли тогда ходить, не могли ходить в храмы, но они молились дома. Тогда их была искренняя молитва. И Господь посещал их своей пасхальной радостью. И сегодня, когда нам представляется возможность проявить себя как добрыми чадами Русской Православной Церкви, прислушаться к голосу нашего первосвятителя, Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, я думаю, что мы должны отбросить все мысли, не слушать всех злопыхателей, подстрекателей, а прислушаться к голосу нашего первосвятителя и архипастыря. Поверьте, пройдет это время, мы потом поймем,
А те злопыхатели-подстрекатели, которые пытаются заработать себе дешевые очки, вы знаете, пройдет время, о них никто и вспоминать не будет. А даже если потом что-то случится, с них, как говорят, и взятки гладкие, потому что, но в лучшем случае могут сказать, ошиблись. А голос патриарха, он действительно взвешенный, он осмысленный, и он содержит глубочайшую мысль любви первосвятителя, архипастыря к своей пастве. И мне, как патриаршему экзарху, хочется еще раз, тоже с болью в сердце, обратиться ко всем верующим людям. Братья и сестры, постарайтесь исполнить послушание святителю нашему, первосвятителю, патриарху, воздержитесь в эти дни. Если и не хотите сегодня в храмы, если они будут наполнены. Да, небольшое количество людей могут вмещаться в храмах, мы будем совершать богослужения, но даже те, которые будут приходить, мы призываем священнослужителей, чтобы в храмах были отмечены места, где можно стоять, как можно и нужно стоять, чтобы этот вирус не мог распространяться между нами, между верующими людьми. А куличи и Пасхи будут освящаться в Великую Субботу, они будут освящаться на улице. На улице за пределами помещений, как нам стало известно, вирус этот не так действует, поэтому на свежем воздухе за пределами храма возможно будет совершить освящение куличей и Пасх. Но обратите внимание, освящение куличей и Пасх – это обряд, это второстепенное, а обращение Святейшего Патриарха, оно относится к душам и сердцам верующих людей. Для нас освящение куличей и Пасок – это второстепенное, а жизнь человеческая, она намного дороже. Поэтому мы призываем всех вас, дорогие братья и сестры, прислушаться к голосу архипастыря. И в эти дни пасхальной и Страстной Седмицы молитесь дома. Тем более, что сегодня, в отличие от советского периода времени, можно включить телеканалы, которые транслируют богослужения. И у нас, надо сказать, из кафедрального собора тоже будут транслироваться богослужения. И Великий Четверг, и Божественную литургию в пятницу на вынос плащаницы, и чин погребения будет, и на Пасху мы будем транслировать. Поэтому прислушайтесь к голосу первосвятителя и поверьте, вы и получите благодать Святого Духа, вы и помолитесь, искренне помолитесь и о себе, о своих близких, а те, кто сегодня на передовой борется с этим вирусом, помогая людям преодолеть эту страшную болезнь. Ну и пусть Божье благословение пребывает со всеми вами, дорогие друзья. А я сердечно вас благодарю, представители средств массовой информации, за то, что вы сегодня пришли к нам, услышали и мой голос, и мое обращение к верующим людям. Ну и я сейчас хочу попросить Леонида Павловича, уполномоченного по делам религии и национальности Республики Беларусь, сказать и свое слово. Пожалуйста, Леонид. Спасибо. Ваше Высокопреосвященство, я прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение принять участие в этой пресс-конференции. Уважаемые участники пресс-конференции, действительно, Владыка изложил и теперь вам всю программу действий, и это изложено в его обращении, которое было сделано после заседания Синода, и оно пошло на места, потому что на одном языке должны разговаривать и органы власти, и церковнослужители. И это обращение сегодня как бы настольная книга и у губернаторов облсполкомов, у председателей райисполкомов, у епископов, архиепископов на местах, у благочинных, всех, кто имеет к этому отношение. Потому что у нас ситуация сегодня, слава Богу, взаимоотношений государства и религии находится на очень взаимопонимании, на уровне взаимопонимания. А сегодня это звучит еще более убедительно, потому что в своем обращении митрополит не подчеркивал верующих христиан, что это обращение к верующим христианам. Это обращение ко всем людям, ко всему нашему белорусскому народу, что очень важно, не разделяя верующие или неверующие. И я всегда тоже об этом говорю, что для церкви это верующие люди, прихожане, для государства это граждане нашей страны. И в данном случае все, что сделано по линии руководства страны,
Минздрава непосредственно и заинтересованное отношение митрополита, всех служб, членов Синода нашей Белорусской Православной Церкви эту ситуацию подтверждает, что она для всех одинаково вызывает одинаковую обеспокоенность. И не только обеспокоенность, а и конкретные рекомендации. Поэтому рекомендации экзархата, патриаршего экзарха, они все перекликаются с теми рекомендациями, которые здесь звучали и непосредственно на встречах, и в прессе Министерства здравоохранения, и не только Министерства здравоохранения. Это очень важно. И то, о чем вот подчеркивал уважаемый митрополит, я хочу опять к этому обратиться, оно звучало вчера и в разговоре у президента. Значит, если храмы будут открыты, митрополит сказал, что они будут открыты, и туда кто-то пойдет, то, может быть, это как раз нужно тому человеку, которому этого визита в храм для собственного убеждения, что надо заниматься своим здоровьем и заниматься самому, плюс вот духовное начало, которое он привык черпать в храме, и он пойдет туда еще раз, вот как раз в этот период. Это нормальное явление. И человек должен иметь такую возможность. И у нас эти все люди такую возможность будут иметь. Потому что, как прозвучало вчера у главы государства, одно из главных условий, что человек сам не должен опускать руки. Если он сам не будет опускать руки и черпать еще вот такие духовные начала, духовную уверенность от посещения храма, встречи со священнослужителями, это только плюс всему тому, что будет проходить и проводиться в нашей стране. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы еще немножко дополнить слова Леонида Павловича и, может быть, и свои. Сейчас я говорил вам о Пасхе, но пройдет еще немного времени, и люди будут готовиться идти на Радоницу, на кладбище. Хотя, знаете, в советское время сложилась такая традиция, поскольку храмы были закрыты, это была советская практика, а душа у каждого человека, она понимала, что что-то есть, что-то для души требуется, и многие люди, не имея возможности пойти в храм, но как-то хотели прикоснуться к небу, и поэтому они шли на кладбище и вспоминали своих родных. Традиция эта сохраняется и по сей день, а вот посещение кладбищ в самый день Пасхи, эта традиция, к сожалению, сохраняется. Она не православная, она, как я уже сказал, советского периода времени. Мы поминаем усопших, но мы поминаем их уже публично на всех богослужениях, начиная с праздника Радоницы. И даже в этом году я порекомендовал бы тоже нашим верующим людям, может быть, хотя мы и говорим, что на свежем воздухе пандемия не так действует, как в помещениях, но тем не менее хотел бы тоже предложить и призвать воздержаться. Поверьте, Господь слышит наши даже мысли, наши вопли, воздыхания, даже не высказанные словами, а только в уме, в чувствах, в сердце. Точно так же и наши молитвы, даже если мы их совершаем дома, о наших усопших, Господь их слышит. Поэтому всех призываю лучше дома в этом году и на праздник Пасху, и на Радоницу помолиться дома, воздыхая о своих близких, ну и, конечно, прославляя воскресшего Христа Спасителя. Поэтому я всех вас поздравляю с праздником Воскресения Христова, желаю, чтобы Господь посетил души и сердца каждого из нас, чтобы эту радость, которую принес на землю Спаситель мира, о смерти и уничтожении ее как таковой своей смертью и о воскресении, чтобы эта радость всегда пребывала в наших сердцах. Ну и будем надеяться, что всемирным усилием и усердием докторов медицинских, молитвами верующих людей, пастырей, Господь помог нам преодолеть эту страшную смуту, это страшное явление, эпидемию, поветрие злое. Будем надеяться, что пройдет еще немного времени и восстановится нормальная жизнь на нашей планете. Хотя, я думаю, как я уже говорил, думаю, что все мы должны еще раз подумать, взвесить, оценить, переоценить и никогда не забывать Бога.
Вот если мы не будем забывать Бога, Господь все нам будет подавать необходимое и для жизни земной, да еще и сподобит нас всех войти в свое небесное Царство. Поэтому всех вас поздравляю с наступающим праздником Светлого Христового Воскресения и всем желаю пасхальной радости. Ну а если у кого есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Просим называть себя, свое средство массовой информации. Владыка, скажите, пожалуйста, вы уже сказали, что будут организованы трансляции, значит, это в русском телевидении, основных служений. Да. Да. Великую субботу и пасхальная. А что насчет интернета? Будет ли трансляция какая-то на Чёртбае вестись? Да, именно для молодежи. Как это все у нас организовано? Мы организуем дополнительную трансляцию по телевидению. Есть организованные прямые трансляции в сети интернет с некоторых наших храмов, со всецарицы отца Кирилла Шелкова, с Свято-Елизаветского монастыря. Притом полное уставное богослужение с красивым хором, очень зрелищное, даже для людей, которые подходят к рассмотру трансляции из таких культурологических, эстетических мотивов. Вот. Ну и плюс мы идентифицируем телепоказы. Будет 2 прямых трансляции и пасхальное богослужение из кафедрального собора, где службу будет возглавлять владыка Павел, и из Свято-Жировицкого Успенского монастыря на телеканале СТВ. Вот. Службы интернет-трансляции уже налажены и уже транслируются сегодня, и вы можете следить за ними по полной и недельный круг Страстной Седмицы, и полный дневной круг богослужения. Если позволите, Сергей, вы напомнили просто про Свято-Жировицкий монастырь. Насколько сообщалось в конце прошлого года, в мае Святейший Патриарх Кирилл планировал приехать на торжество Жировича. Может быть, уже отменились планы? Вы знаете, официально пока не отменены, но все будет зависеть от складывающейся обстановки. Пока в программе остается, но все будет зависеть от того, как будет развиваться события. Спасибо. Дарья Гуштен-Тутбай, поясните, пожалуйста, почему все-таки нельзя пойти на такой вынужденный шаг, как закрытие храмов? На такой шаг пошли многие страны по соседству с нами. Мы тоже очень сильно прирастаем по статистике. Там на сегодня плюс 300 человек в день. Это страшные цифры. Может быть, можно было все-таки закрыть на время, да, объяснить ее очень просто, закрыть, потому что никто туда не шел. Потому что, верно, показало воскресенье, что люди все равно идут, как католики и православные, несмотря на все призывы. Вы знаете, вы обратите внимание на то, что у нас в Беларуси, слава Богу, более-менее благоприятная ситуация. Мы же сегодня не говорим о том, что надо закрыть все магазины, все аптеки, все сидеть по домам. У нас действительно будет то, что я сказал, храмы будут открыты для посещения. Священнослужители будут совершать богослужения. Минздрав рекомендует вот такой режим совершения богослужений, который сможет предотвратить распространение коронавируса. Мы сегодня призываем воздержаться, не посещать храмы. А это не значит, что вот теперь мы все будем сидеть только дома, или наоборот все пойдут. Мы призываем всех не ходить, воздержаться. Храмы закрыть нельзя. Богослужения должны совершаться, но они будут совершаться, как я уже сказал, в таком режиме, который, по мнению Минздрава, обеспечит возможность предотвращения распространения коронавируса. Спасибо. Если нет вопросов, есть? Произведена комсомольская правда. Скажите, а среди священников православных есть заболевшие коронавирусом? К сожалению, уже отмечается, да. У нас один такой случай в Беларуси, в Минске. К сожалению, есть. В Беларуси, Да, к сожалению, есть. Но он сейчас находится под присмотром врачей в госпитале. Но молимся, будем надеяться, что Господь поможет ему преодолеть это. А это человек в возрасте или... Среднего возраста.
Еще вопросы? Саморовецкая. А скажите, пожалуйста, Владыка, как вы относитесь к тому, что вот в Долшицах появилась информация, замироточила икона святителя Луки? Вы знаете, мы к подобным явлениям очень осторожно относимся. Очень осторожно. У нас существует практика освидетельствования этого. Если где-то происходит нечто подобное, то по сложившейся традиции мы через какое-то время после начала этого явления мы направляем комиссию, которая свидетельствует, а потом выносим решение. Так просто быстро, скоропалительно мы не принимаем решение, потому что мы знаем, и лично я знаю, очень много таких случаев, когда, знаете, приходят и говорят: ох, замироточила икона. А потом выясняется, что бабушка, которая лампаду зажигала, случайно лампаду толкнула и масло пролилось. Понимаете, да? Вот. Чтобы вот не было вот такого явления, поэтому мы очень скрупулезны, чтобы не профанировалось действительно то, что может быть. Телеканал «Мир», расскажите, а вот, может быть, для священников есть какие-то рекомендации персональные? Там, я не знаю, вот вы сказали, что в храмах дистанцирование есть, там ограничения службы, а сами вот священники, им какие-то рекомендации персонально, или, может, там крест нельзя посылать, еще. Вы знаете, у нас есть решение Священного Синода, у нас есть и обращение Синода Белорусской Православной Церкви, да, для священников обязательно. Вот со дня получения решения Священного Синода мы особо относимся и к дезинфекции всех приборов, предметов церковного обихода. Особая проводится дезинфекция в храмах, во всех храмах. Это мы обязали всех священнослужителей, всех настоятелей в монастырях обязательно многократно на день дезинфицировать, проводить уборки в храмах. Обязательно протирать все иконы, ручки на дверях. Что касается исповеди, мы вот со дня получения и моего распоряжения во всех храмах священники призваны совершать исповедь уже не персонально, потому что приближение может быть с человеком неизвестным. Мы никого не осуждаем и никого не хотим осудить, но сегодня никто не знает, кто заражен или кто является носителем. Может быть, он не болеет, но может быть, он распространяет. Поэтому призвали всех совершать исповедь общую, сохраняя дистанцию. Причащать особым методом. Некоторые наши священнослужители и епископы совершают причащение по образцу совершения богослужений литургии апостола Иакова, где предусматривает причащение не из лжицы, а отдельно приготовленными частицами святых даров. То есть все необходимые рекомендации, которые нам дает Минздрав, мы эти все стараемся выполнять. И рекомендуем обязательно выполнять и священнослужителям на местах. Скажите, могут они к иконе прислониться верующие? Как? Поцеловать икону, там крест поцеловать верующие? Могут? Могут, конечно, но обязательно надо, чтобы у нас, когда идет богослужение, в течение богослужения многократно, если люди прикладываются, то специально стоят дежурные, которые протирают специальным составом все стекла и кресты, чтобы не было даже соблазнов и возможной передачи этого. Да, но вот отец Сергий подсказывает, и Святейший Патриарх об этом говорил, и мы об этом говорили, и лично я. Мы призываем всех воздержаться в этот период, воздержаться от прикосновения к иконам, потому что, поверьте, Господь может действовать на расстоянии, не только вот при прикосновении. Поэтому можно на расстоянии просить и Бога, и святых, и они помогают. Поэтому вот в этот период времени мы предлагаем просто всем делать поклоны, поклониться и просить. И Господь действительно будет помогать. Пожалуйста. Радио «Свобода» и наступительство. Мне довелось в прошлый понедельник по семейным обстоятельствам прийти в храм, маленькую церковь, которая возле храма всех святых деревянная. Это было перед Благовещением. Соблюдать дистанцию там невозможно. Она такая широкенькая, народу набили, села передать не могу сколько. Там стояла в центре икона. Ее целовали все, с маленькими детьми.
Я представляю, что такое маленькая церковь в Добшице, где сейчас очень непростая ситуация. И как там придет народ молиться, чтобы сохранил Бог от коронавируса. И реально это невозможно в этих маленьких церквях соблюдать дистанцию. Вот может все-таки подумать и закрыть это. Знаете, но вот то, что вы говорите, надо закрыть храм, мы говорим это по-другому. Надо совершать богослужение так, как требует сегодня Минздрав. Что это значит? Это значит, да, двери храма будут закрыты, но богослужение останавливаться не будет. Мы призываем всех, чтобы богослужение совершалось из алтаря, транслировать все, что совершается в алтаре, транслировать на улицу. И призываем всех людей на богослужениях стоять на улице. В храмы могут заходить только столько людей, чтобы сохранялась эта дистанция. Тогда это возможно. А то, что вы сказали, скученность, к сожалению, некоторые не выполняют. К сожалению, некоторые не выполняют, но мы вновь и вновь призываем. Именно поэтому я сегодня всех вас пригласил для того, чтобы через ваши средства массовой информации обратиться к людям. Потому что, ну вот вы знаете, ну нельзя же возле каждого человека устанавливать полицейского или милиционера. Поэтому я призываю всех к совести, призываю всех, братья и сестры, давайте прислушаемся к голосу нашего первосвятителя. Если вы и приходите к храму, лучше стойте на улице. Да, давайте, богослужения будут совершаться в храмах, но трансляция будет на улице. И поэтому на улице можете стоять, но и даже на улице надо стоять, соблюдая дистанцию. Тогда это будет безопасно. Вот к чему мы сегодня всех вас призываем. Телеканал УМТ, Прибежище Никита. Расскажите про схождение благодатного огня, доставят ли его в белорусскую столицу в этом году? Вы знаете, пока вопрос остается открытым, есть предположение, что он будет доставлен. Как мне докладывал наш руководитель синодального отдела, вопрос этот еще пока прорабатывается. Но я хотел бы, знаете, сказать на этот счет. Это тоже традиция ведь появилась совсем новая, она ведь, ну я не знаю, сколько лет, наверное, 20 существует у нас. А ведь в предыдущие годы и столетия никто никогда не приносил благодатный огонь. И Пасха у нас всегда была. Несмотря на то, что мне довелось 7 лет жить в Иерусалиме и 7 лет принимать участие в этой процессе получения благодатного огня, и в течение 7 лет я стоял прям рядом со входом в Кувукле, потому что, ну, тогда, когда я нес там послушание, там немного было людей, и поэтому мы стояли рядом всегда с гробом Господним. Хочу сказать о том, что это действительно вот из ряда вон такое, знаете, выходящее событие. Я как-то нашим соборянам рассказывал об этом. После того, когда получает благодатный огонь патриарх, он выходит из Кувуклии, то Кувуклик сразу закрывает, потому что начинается крестный ход. И вокруг Кувуклии идут после православных армяне, католики, потом идут копты, сирийцы, эфиопы. И вот продолжается крестный ход. И чтобы люди туда не шли, Кувуклик закрывается на время проведения вот этого крестного хода дальнейшего. Ну, а поскольку нам надо было ехать на послушание на разные участки, которые у нас в русской духовной миссии, поэтому все мы, вот тут несколько человек, которые стояли возле Кувукли, мы стараемся туда быстренько проскочить, приложиться к гробу Господню, и потом мы выходили и ехали на послушание, на пасхальные службы. И вот я вам хочу сказать, что в течение 7 лет мне удавалось туда пройти, хотя я очень хорошо знаю Кувукли, я там в течение года много-много раз бывал и знаю вот Кувуклю изнутри. Но когда входишь после схождения благодатного огня, у меня такое всегда было впечатление, что там что-то произошло. Потому что, знаете, туда, когда заходишь, там разряженный воздух, как будто, я не знаю, где-то я на высоте, не знаю, 3-4 тысяч метров. Не хватает воздуха, дышать вот так вот приходится. Все стены покрыты крупной росой.
Вот такого больше никогда не бывало. И вот все 7 лет, когда я туда проходил, я это видел, это ощущал, вот такое необычное совершенно явление. А потом проходит время, какой-то кубукле становится такой же, какой оно бывает в течение последующего всего года. Вот удивительное явление. Но что касается принесения огня, еще раз хочу сказать, если будет такая возможность, будут приносить этот благодатный огонь. Но хочу сказать, что в Израиле на сегодня действует чрезвычайное положение. Там не просто сложное положение, там даже не карантин, а там чрезвычайное положение. Поэтому прошла информация о том, что, возможно, благодатный огонь будет получен, возможно, он будет принесен в те посольства, которые об этом заявят, а потом передадут это тем, кто прилетит в аэропорт Бен-Гурион. Вот, может быть, такая будет процессия. В общем, посмотрим. Все сегодня трудно предугадать, но как покажет время. Пожалуйста. Владыка, функциональное агентство «Спутник», скажите, пожалуйста, правда ли, что принято решение, что вы будете, условно говоря, каждый год совершать облеты территории Беларуси? И еще один вопрос, а какие исторические, так скажем, параллели напрашиваются в связи с этой сложной ситуацией с пандемией коронавируса? Спасибо. Знаете, что касается традиции облета, я пока не буду говорить, что традиция. Вообще у нас, знаете, традиция православной церкви именуется та практика какого-то действия, если совершалась в течение 30 лет. Вот если 30 лет повторяется одно и то же событие, то оно уже у нас именуется как традиция. А здесь только вот в связи с этой эпидемией, мне так хочется сказать, чтобы она больше никогда не повторялась. Вот просто, знаете, хотя тот молитвенный дух, который был у нас в самолете, вы знаете, вот настолько священнослужители, которые совершали облет, настолько все искренне молились, просили, чтобы Господь действительно помог нам преодолеть это страшное явление. И так хочется, пожалуй, чтобы оно никогда не повторялось. Не знаю, были нечто подобное эпидемии, но они, как правило, в предыдущей истории, насколько я знаю, повторялись только где-то локально. Вот такого массового, наверное, не было еще. И даже, знаете, какое-то страшное явление. Да, остановился буквально весь мир. Самолеты не летают, поезда не ходят. Вы знаете, что-то такое, вот мы когда собирались совершать облет, вы знаете, было чувство такое, вот приехали в аэропорт, у меня было такое тревожное чувство, знаете, какое-то прям... Никогда я не видел таким аэропорт у нас, международный города Минска, да? Тишина, самолеты стоят, машины стоят, все стоит. Жизнь вся остановилась. Поэтому хочется пожелать, чтобы такой традиции не было, чтобы это был первый, единственный, последний раз, вот, чтобы восстановилась наша жизнь. Но, конечно, как священник, я просто наблюдаю, что происходит вокруг, что происходило вокруг. Вы знаете, люди настолько увлеклись человеческой жизнью, настолько заземлились, что вот весь смысл жизни люди видят только лишь вот в каких-то удовольствиях, в каких-то развлечениях. Знаете, сегодня о Боге мало кто вспоминает, особенно среди тех людей, которые далеки от церкви. Наверное, сегодня вот проявляется та божественная любовь к людям, которая она проявилась 2000 лет тому назад, когда Господь своего Сына Единородного направил на землю для того, чтобы Он избавил человека от греха. Вот и сегодня так человеческими руками, но Господь попустил, чтобы весь мир немножко встряхнуть, чтобы мы поняли, что у нас есть наш Творец и Господь, и не забывали бы Его. Поэтому хочется призвать всех через средства массовой информации и к покаянию, и к исправлению прежнего порочного образа жизни каждого из нас, чтобы мы научились ценить жизнь, научились ценить наших близких, родных, чтобы мы вот сегодня, оценивая то, что произошло, понимали, что, знаете, ведь перед каждым из нас смерть, она так может быть близка. Еще вчера человек был здоров, а сегодня уже узнаешь,
что его поразил этот вирус, и он уже перешел в загробный мир. Поэтому хочется пожелать, чтобы быстрее прошла эта эпидемия, чтобы она никого из нас не устрашала, а вселяла в каждого из нас надежду на то, что с нами Бог. Вот слова Христа Спасителя после всего пасхального периода, после его многодневного явления своим ученикам и апостолам перед вознесением на небо, которое он произнес на горе Елеонской, они должны быть в сознании у каждого из нас. «Я с вами во все дни до скончания века». Давайте будем помнить о том, что Господь действительно рядом с нами. Будем к Нему обращаться не только, когда нам тяжело, но и тогда, когда нам хорошо. Надо научиться не только просить Бога о чем-то, а еще и надо научиться благодарить Его. Поэтому давайте будем благодарить, просить и опять благодарить. Спасибо вам всем и желаю всем вам хороших пасхальных дней, пасхальной радости. Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, владыка Павел на память о нашей сегодняшней встрече велел передать вам небольшие подарки. Мы это с радостью сейчас и сделаем. И плюс экономическая служба нашей епархии приготовила небольшое чайное угощение. Вот сюда за этим молодым человеком в белой рубашке в это время. Спасибо большое. Но соблюдайте дистанцию. Хорошо. Спасибо. Спасибо, владыка. Очень четко, красиво, достойно, здорово.